эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Смог от лесных пожаров накрыл Якутск. Откуда принесло дым? Страшные страницы истории. Сегодня в Якутии отмечают День скорби, посвященный памяти переселенцев в годы Великой Отечественной войны. Комфортная городская среда. 8 придомовых территорий благоустроили в Айхале за 4 года. Якутский фильм Дмитрия Давыдова «Пугало» получил главный приз российского кинофестиваля «Кинотавр». Исполнительница главной роли Валентина Романова-Ческырай получила приз за лучшую женскую роль. Получая награду, режиссер отметил, что якутское кино впервые участвует на этом фестивале и сразу получила гран-при. Главная героиня фильма – знахарка, отшельница, ей немного за 40, люди избегают ее, но в то же время приходят к ней за чудом в надежде на исцеление. Гильдия киноведов и кинокритиков также вручила фильму «Пугало» приз имени Даниила Дандурея. Отметим, что ранее драма заняла второе место в рейтинге зрительских симпатий. К другим темам, еще 69 человек заболели коронавирусом в Якутии. Это данные регионального оперштаба. В столице больше всего заболевших 34 случая. В Мирнинском районе 9, в Мегино-Кангаласском 8, в Намском 5, в Алданском, Таттинском, Усть-Алданском районах по 3 новых случая. В Горном, Чурапчинском районах по 2 случая. За сутки от COVID-19 скончались 2 человека. Смог от 2 лесных пожаров в Горном районе накрыл столицу республики. Об этом сообщает Минэкологии региона. За минувшие сутки на территории Горного района был ликвидирован 1 лесной пожар в 10 километрах от села Артосурт. В тушении пожара задействованы 39 человек и 5 единиц техники. Угрозы населению и объектам экономики нет. Сегодня в Якутии отмечают День скорби, посвященный памяти переселенцев в годы Великой Отечественной войны. 78 лет назад, в тяжелое военное время, 41 колхоз Чурапчинского района был насильно отправлен на заготовку рыбы в северные районы Якутии. Всего было переселено более 5000 человек. Из них более 2000 умерли от голода и невыносимых условий жизни. Каждый год жители Чурапчинского района вспоминают своих родных и близких. Сегодня жители возложили венок к памятнику «Мать и дитя» в сквере переселенцев в селе Чурапча. А в селе Хатылы презентовали подаренные экспонаты для музея переселения. Чурапчинское переселение – это наша трагедия, общая, я думаю. Сейчас живых от переселенцев осталось 108 человек. Мы каждый год, 19 сентября, УЛУС отмечает День скорби. Одним из крупных мероприятий этого года мы считаем, что общественная организация «Автоледи Республики», они выиграли грант, и по этому гранту они снимают документальный фильм. И этот фильм именно посвящен переселению чурапчинцев. Новые школы, сады и общественные пространства. Накануне глава Якутии Айсан Николаев осмотрел строящиеся социальные объекты столицы. Все ли возведут в намеченные сроки? Сюжет Дмитрия Тымырова. Современный микрорайон Праймытый сегодня активно застраивается в столице региона. Именно на нем сегодня власти Якутии заострили свое внимание. Строительство объектов образования здесь только в приоритете. Так глава Якутии начал свой объезд с нового детского сада «Прометейчик», который готов уже принять детей. Сегодня здесь остались лишь работы по передаче объектов в собственность муниципалитета. Даны поручения в адрес Министерства образования республики, городской администрации в ближайшее время уже все-таки завершить оформление документов, заключить договор с тем, чтобы уже в ближайший месяц детский сад принял уже детей, мог начать работать, потому что востребованность детского сада в этом микрорайоне очень большая. Действительно, сегодня только в этом микрорайоне столицы уже проживает более 8000 якутян, и это число с каждым годом только растет. Также в целях разгрузки очередей в учреждении образования в этом же районе строится современная школа на 990 мест. Строительство объекта было начато в этом году, основная часть работ запланирована на следующий. Это возведение коробки и подключение к
системе отопления. Следующим пунктом глава Якутии посетил строящийся объект на территории 31-й школы, где сегодня активно возводится пристрой к школе. Тир на втором этаже будет, но это и кабинетов уже, не совмещенный. Спортзал 19/24 и 21 учебный класс, кабинет технологии, библиотека и лаборатория, кабинет физики, химии и биологии. Объект строители планируют сдать уже 25 декабря. Отставаний в графике работ нет. Далее Айсей Николаев посетил места, где в будущем будет реализован проект историко-архитектурного центра «Старый город-2». Нам чудом удалось сохранить вот этот треугольник. И сейчас важно очень механизмы проработать, как обеспечить, например, вот здесь же не только объекты культурного наследия, есть объекты, которые не представляют ценностей, там живут люди. Как раз они и задаются вопросом. И здесь должен быть механизм выкупа этих объектов. Но на самом деле это очень ценные территории. Здесь можно развивать бизнес, здесь можно развивать очень интересную точку роста туризма нашего исторического города. Здесь глава Якутии встретился с жильцами этого района, ответил на их пожелания и просьбы. Также дал ряд поручений руководителям курирующих министерств и ведомств. Надо что сделать, определить, сколько домов нам все-таки надо здесь выкупать. Ну вот понятно, что такие дома надо все. Это же все есть у вас в проекте. Да, Сейчас да, все полностью инвентаризировать. Инвентаризация вся есть. Инвентаризацию провели. Уже смотрите, начать, знаешь, вот особенности вот такие дома, которые в аварийные уже. Конечно же, надо решить проблему простых людей, которые там сейчас оказались заложниками ситуации. Вот, непонятной, так. И здесь, на мой взгляд, в ближайшие месяцы уже надо принимать решения для того, чтобы люди понимали, в какие сроки и когда им будет предоставлено или новое жилье, или будет предоставлена компенсация за их неземельные участки. Последней точкой визита главы Якутии стал строящийся объект на 203-м микрорайоне. Это новая школа на 360 мест. По словам строителей, объект должны сдать до конца этого года. Закончим благоустройство, запустим тепло. В принципе, закончим отделку. А тепло когда планируете? К концу месяца запустить. Да. Тепловой узел уже смонтирован. Радиаторы, первый этаж остался, поставим. Тепло запустим. Завершая объезд, Айсей Николаев еще раз напомнил, что у местных властей и у муниципалитета главная задача – это повышение уровня жизни людей. И это ни в коем случае нельзя забывать. В целом все объекты, которые сегодня были осмотрены, идут по графику и завершатся к намеченным срокам сдачи. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Правительство России утвердило критерии использования дальневосточного гектара. Документ подписал Михаил Мишустин. В перечень вошли 4 критерия. Гражданин вправе выбрать любой из них. Во-первых, это наличие на земельном участке объекта капитального строительства, в том числе незавершенного. Во-вторых, средства, вложенные в эту землю, не менее 30 тысяч рублей. В-третьих, если человек продает какую-то продукцию, которую произвел или вырастил на этом участке, доход от этой деятельности на момент подачи заявления должен составлять не менее 30 тысяч рублей. В-четвертых, наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка. Всего за время действия программы земельные участки взяли почти 84 тысячи человек. Около 200 человек приняли участие в акции «Мусору.нет». Организаторами выступили общественные экоактивисты, портал ekt.ru и движение «Раздельный сбор». В течение 2 недель они собирали информацию о самых загрязненных точках города и составляли специальную интерактивную карту. Всего от жителей столицы поступило более 150 локаций. Это площадки со строительным мусором, несанкционированные свалки, мусор после пикников и многое другое. Цель акции – показать обществу масштабы замусоривания природы. Все это наносит неоценимый ущерб экологии. Сегодня участники акции убрали мусор в районе Намцирского и Вилюйского трактов и смотровой площадки ЕГРЭС-2. Решил, так сказать, занять себя, да и окружающих уборкой прилежащих территорий города от мусора. Очень плачевное состояние здешних мест, очень все загажено. Ну и своим действием, возможно, кого-то смогу побудить на уборку за собой, так скажем. Мы приехали сюда убрать территорию в воспитательных целях, чтобы детям показать, что нельзя мусорить и надо любить свою природу. А об акции как узнали? Где?
Через друзей, через WhatsApp увидели объявление. Мы с друзьями приехали, тут у нас еще 2 семьи. У нас есть своя команда, мы там вместе собираемся, отдыхаем. И вот 3 семьи приехали. 8 придомовых территорий благоустроили в Айхале за 4 года. Ремонтные работы провели на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. Во дворах уложили асфальт, установили лавочки и урны. В ближайшие годы планируется благоустроить еще 9 придомовых территорий. Подробности у Оксаны Мезенцевой. Это придомовая территория, пожалуй, единственная в Айхале, где вот так спокойно, не оглядываясь на проезжающий автотранспорт, можно прокатиться, например, на роликовых коньках по асфальтовой дорожке. Территорию благоустроили в этом году на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды. Отдельный участок, так называемую зону отдыха, отгородили от проезжей части. Установили лавочки и урны для мусора. На благоустройство придомовой территории дома номер 4 по улице Юбилейной потратили более 4 миллионов рублей. В этом доме я живу с самого сдачи дома, то есть с самого основания. Наконец-то там нам благоустроили территорию. Вот сделали вот такие вот лавочки, где мамочки могут посидеть с детьми. Дети у нас катаются здесь на роликах. Все красиво, все хорошо, стояночку сделали. Но единственное, вот не радует то, что у нас жители оставляют мусор на подъездах. Все это с собаками, конечно, растаскивается. Провели на территории и ремонт дворового проезда. Строители установили и новые бордюры, реконструировали опоры и освещение. Однако мусорные мешки на домах подъездов портят общую картину в благоустроенном дворе. Кстати, контейнеры для мусора у дома установлены. Пройти нужно буквально 200 метров. А это улица Кадзова. Во дворе у второго дома тоже свежий асфальт. Участок также облагородили благодаря программе формирования комфортной городской среды. На эту придомовую территорию выделили более 7 миллионов рублей. По улице Кадзова 2 выполнен ремонт дворового проезда. Ремонт дворового проезда получился у нас с 2 сторон. Выполнено травмобезопасное покрытие на детской игровой площадке. Установлены урны. По программе формирования комфортной городской среды в Айхале уже благоустроили 8 придомовых территорий. В 2021 проведут работы во дворе дома номер 9 по улице Советской. С заявками на благоустройство придомовой территории жители домов могут обратиться в местную администрацию. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий.